Вообще, если суммировать две эти английские провокации, как с непонятным никому отравлением Скрипалей, так и отравлением международной обстановки с помощью специально для этого отснятого фейка о химатаке под Дамаском, то становится ясно, что это один большой изощренный сюжет, то ли замысленный вместе с Америкой, то ли Америка к нему подключилась. Англия затеяла и воплощает его в расчете остаться безнаказанной. Безнаказанной она рассчитывает остаться, просто перестав слышать, что происходит вокруг. Лондон затыкает себе уши, игнорируя общественное мнение в своей собственной стране. Закрывает себе глаза, чтобы не видеть героев, что снимались в их же ролике о химатаке, а теперь узнают себя на экране. Вот это я. Позорно все это. Ведь можно было бы и потоньше как-то, но не так же грубо. Вроде бы ценностью в королевстве считается репутация. Тогда зачем ее так палить сейчас? Никто же верить потом не будет еще долго. Или на что расчет? На мощь своей прессы? Или что Америка прикроет? Но ведь и Америка уже не столь всесильна. Да, сейчас это единая, глобальная англосаксонская провокация, которую решили подкрепить еще и ракетной атакой по Сирии. Мол, наказали за преступление. Но ведь само по себе исполненное наказание не доказывает вины. Российских дипломатов выслали и тем самым вроде как доказали вину России в отравлении Скрипалей. Ничего другого ведь нет. Ни одного твердого факта и даже ни одного подозреваемого. Теперь вот через наказание Сирии вроде как доказывается и ее вина. Ну не дикость. Кого и за что будем наказывать так следующим? И нет ли опасения, что когда-то также кто-то поступит в отношении самой Англии? Понравится? Если же вернуться к репутации, то для того, чтобы ее укрепить, лучше просто сейчас извиниться. Откроется же в конце концов все. А так можно свалить все на нерадивых, но инициативных исполнителей и честно попросить прощения. Эффектно выйдет. Это если о репутации. Хотя как извиниться, если как экс-премьер Тони Блэр за вторжение в Ирак, то не очень поможет. Ведь сейчас и пудель Буша Блэр опять призывал поддержать США в ударах по Сирии. Уж если просить прощения, то раскаиваясь искренне, это лечит.